Салем Джастар, и о боги, наконец-то, ура! Я решила сделать реакцию на 91 All I Need, о которой меня так много людей просило, но я все немного это откладывала, потому что я объясняла это в предыдущем видео. Кто смотрел, те молодцы, кстати. Спасибо вам огромное. В общем, вот, сегодня реакция на 91, возможно, на ютубе, да, я ее выложу без звука. То есть у 91 полностью у клипа не будет звука, надеюсь, так прокатит. А ВКонтакте я попробую выложить со звуком, но если ничего не получится, то посмотрим, найдем какие-нибудь другие пути. Я, может, даже буду скидывать в личные сообщения некоторым людям, которым прям сильно хочется посмотреть реакцию. Будем делать так, потому что никакого выхода я больше не вижу. А удалять половину видео, обрезать, заглушать звук или еще что-то, ну... Тогда это уже не реакция, а что-то между обзором и фиг поймешь чем. Поэтому смотрим сейчас со мной, наслаждаемся и надеюсь, вам мое мнение понравится. Будем смотреть. И раз, два, три, поехали. Juice Entertainment. Yeah. Прикольное начало. Что за опера началась? А идея, кстати, прикольная. Начинай так, потому что это заинтересовывает. Слуху непривычно слышать у 91 такое звучание. Вау. Офигеть! Когда Балашка так изменился? Господи, мальчик растет. Мне нравится, что есть субтитры, серьезно. Вау. Блин. Ему надо немножко набрать веса, серьезно. Мне его покормить хочется сейчас. И это, мне кажется, не его цвет волос, не думаете? Зак. Ой, Зак, ты, блин, с Балашкой перепутал. Прикиньте, до такой степени похожи они стали. Офигеть. Оу. Причем на стенах, на стене, да, написано Dopamine, Gold, 1+1. Это что-то, видимо, ближе к следующему, да, клипу. Блин, Заку не идет эта прическа, верните его волосы. Он похож на этого, господи, на Джокера. Ну, какие они красавчики, когда их общим планом показывают, господи. Я спрошу ее номер, но все же она не даст. Даже не попытался, чувак. Блин. Вау, что-то новенькое, что-то новенькое.
Офигеть. Я в шоке. Ну что я могу сказать? Это реально что-то новое. Блин, ребят! Новый уровень мастерства, знаете, Иван, попробуйте снять. Вау, 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 вау. Прикольно. Что творится с этим миром? Объясните, пожалуйста. Потому что, блин, сколько бы я не смотрела, на самом деле, вот именно песен, клипов в стиле кей-попа, за Найти Ван все равно никто не угонится. У них каждый раз что-то новое. Господи, откуда столько идей хватает у людей, чтобы так потрясающе снимать? Ладно, написание песен как бы это одно, но вот именно иногда задумка режиссера, как они это все делают, как они это цвета, краски, потом их монтаж. Я больше вот этому немножко вот поражаюсь, потому что, ну, я понимаю, что мои видео, конечно, до такой степени не монтажированные, да, как бы монтажа у них не хватает, но даже вот так научиться монтажить видео, да, обрабатывать видео, для меня уже было такое, вау, я это смогла, вы что? А тут люди просто... Я не знаю, серьезно, это прекрасно, просто прекрасно. Потом, что я еще на самом деле могу сказать, что я смотрела весь клип на рубашки мальчиков. Я хочу такие рубашки, где их можно взять. Потому что в последнее время я начала носить рубашки, начала такой более женственный вид из себя делать, пытаться, по крайней мере. И у них классные рубашки. Ой, блин. Ну, просто я такая, черт. Ну, это клево, да? Им идет. Вот им вот такой стиль идет. То есть они уже взрослые, они уже перешли себя, да, перешли этот детский возраст, когда они были в таких каких-то разноцветных майках, футболках, что-то было такое на них. Вот этот стиль именно черные штаны, что-то сверху такое, которое не будет сильно облегать, а вот такое. Мальчики выросли, они стали взрослее, а с ними вместе стали взрослее мы, потому что вроде с 15-го года они, как дебют у них прошел. Уже 3 года, ребят. Скоро будет 4, как Найти Ван. Все поднимается выше и выше. Также их узнают в других странах мира, везде, в принципе. Поэтому, блин, ну... Это круто, серьезно. Блин. Я хочу пересмотреть опять клип, потому что... Их образы, господи. Эти рубашки, серьезно, почему я так влюбилась в рубашки? Ну, я вам уже сказала, то, что цвет волос в этот раз у мальчиков, ну, блин, у Балашки и у Изи. Ну, не нравится мне, ну, не их этот цвет. Ну, хотя нет, Балашки темный такой идет, а вот у Изи он слишком сильно на их фоне начал выделяться вот этим зеленым цветом, то есть постановка красивая, кадр красивый и зеленые волосы. Немножко не сочетается. Ну, по сути, это ладно, это идея людей, идея режиссера также, да, идея там, продюсеров. Не нам судить, но лично мое мнение, да. Потом, я говорю, я вот сейчас просто смотрю на картинку, у них тут реально стена вот эта вот, и что-то написанное на стене. Мне кажется, тут есть какая-то предпосылка к новому клипу, к новой песне, и люди, мне кажется, все видели и уже, наверное, разгадали, поэтому что говорить. Я всегда буду поражаться, всегда, абсолютно всегда я буду поражаться клипом Найти Ван, потому что, ну, что-то новое,
Они открывают реально что-то такое, чего еще не было. Первооткрыватели в жанре Q-поп всегда и везде ими останутся. Это классно. То есть ребята стараются, все делают. И недавно я слышала то, что им хотят дать сольную деятельность, и типа эту группу немножко они, ну, типа расформируют, но не навсегда, как бы что-то такое, да. И в принципе, это хорошая идея, потому что мальчикам надо расти, и в сольной деятельности тоже надо развиваться, чтобы пробовать что-то новое. Допустим, в группе им дали там, да, позиции, там, рэперы, главный вокалист, танцор, там, еще что-то, да, там. Но когда они будут уже отдельно от группы, будут выступать, ну, отдельно, будут как сольные артисты, то, в принципе, они будут пробовать что-то новое. Допустим, Изи, который читает рэп, вдруг начал петь. Ну, как бы, да, это я утрированно говорю, поэтому это, в принципе, хорошая идея, потому что сейчас такая практика вроде бы существует у SNSD. Кто не знал, это южнокорейская группа, да, самая первая, они иконы просто кей-попа. Они как группа существуют до сих пор, но у всех девочек, они сейчас вроде бы, честно могу ошибаться, в разных агентствах, у них есть своя сольная деятельность, но как группа они иногда, ну, собираются и выпускают клипы. Недавно у них, кстати, какой-то клип вот вышел. Поэтому очень даже хорошая идея сделать вот так вот, чтобы попробовать, чтобы мальчики попробовали себя в разных стилях, в разных направлениях. Не будем их за это винить, и не будем винить за это их продюсера, но лишь бы они шли вперед. Не буду дальше продолжать. Надеюсь, вам всем понравилось. Буду прощаться, всех люблю. Цао.